Доброе утро, Якутия! Начинаем новый спортивный день. Вместе с вами Руслан Чиров и Вероника Тамтосова. Сегодня у нас 30 июня, можно сказать, последний день июня. Да, вот так вот незаметно 1/3 лета пролетела, потому что у нас такая насыщенная программа, друзья. Игры Дети Азии в самом разгаре. Ну и, конечно же, сегодня мы здесь для того, чтобы ваше утро, это воскресное утро, было бодрым и, конечно, самое главное, что мы динамичным. наконец-то можем сказать хорошего воскресенья, потому что мы работаем эту неделю без выходных. У никогда нас не благодаря говорили такого. играм Дети Азии есть такая уникальная возможность пожелать вам отличных выходных. И сегодня, как всегда, множество всего интересного только для вас. Прекрасные спортивные гости. Расскажем о том, как проходит награждение, этот волнительный момент. Поделимся впечатлениями спортсменов от заходов, у кого по плаванию, у кого заходов на раунды борьбы. Да, ну а сейчас хотелось бы начать с того, что мы вас познакомим с теми спортивными мероприятиями, которые пройдут сегодня на площадках игр Дети Азии. Итак, легкая атлетика состоится на стадионе Туймада, начало в 9 утра. Бокс, спортивный комплекс Дахсун в 15 часов. Волейбол юноши, спортивный комплекс Стерх в 9:00. Волейбол девушки, мультифункциональный спортивный зал в Сайсарском округе в 9 часов. Мини-футбол, соревнования по футзалу состоятся во Дворце спорта 50 лет Победы, начало в 10 утра. Соревнования по дзюдо, Ледовый дворец Элейботур в 10:00. Плавание, плавательный бассейн Чолбон с 10 утра. Спортивная борьба, Центр спортивной подготовки «Триумф» в 11 часов. Шахматы пройдут в КФЕНе Северо-Восточного федерального университета в Атриуме в 10 утра. Настольный теннис, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус» в 11 часов. Игра «Го», Дворец детского творчества имени Фаины Авдеевой, начало соревнований в 10 утра. Вот такая спортивная, насыщенная программа у нас сегодня. Ну а прямо сейчас переходим к другим новостям. Доброе утро. Расскажем о самом главном к этому часу. Федеральная служба безопасности сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства России. Напомним, в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего разрешает россиянам проходить службу по призыву в пограничной службе и других органах ФСБ. Со вступлением в силу закона срочную службу в органах ФСБ могут проходить россияне за исключением иноагентов, призывников с иностранным гражданством и видом на жительство, а также лиц с судимостью, включая снятую и погашенную, и употребляющих наркотики. Научно-практическая конференция по внедрению новых технологий в сфере офтальмологии прошла в глазной больнице в столице региона. На мероприятие были приглашены главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы, а также врачи из других регионов России. Участники конференции делились практическим опытом и своими научными разработками. Также была проведена прямая трансляция сложной операции. Подобные мероприятия в Якутской республиканской офтальмологической больнице проводятся регулярно, что хорошо способствует обмену знаниями, повышению уровня квалификации персонала. Главная цель конференции, безусловно, это довести до врачей самые новые тактики ведения пациентов, чтобы сократить сроки пребывания пациентов, чтобы их лечение всегда им доставляло удовольствие с точки зрения результата, чтобы люди прозревали и получали самое качественное оказание медицинской помощи, ну и не отставать от тех мировых новинок, которые есть сейчас в области медицины, в том числе и по нашему профилю, по профилю офтальмологии. Во Владивосток приехали дети, пострадавшие из-за весеннего паводка в Намском и Алекминском районах. Детям выпала прекрасная возможность провести летний отдых в детском лагере «Океан». На море прилетели 26 ребят из Алекминского района и 74 из Намского. На отдыхе дети проведут 21 день. 8-я смена, по словам сотрудников, одна из самых творческих в году. В ее рамках проходят образовательные курсы, научно-практические конференции, творческие конкурсы, мастер-классы и танцевальные батлы. Помимо этого, гостям из Якутии устроят экскурсии по городу. Наш центр специально создан на Дальнем Востоке для того, чтобы каждый ребенок нашей страны мог провести полезно, содержательно, качественно свое время
на площадках нашего центра. Это центр относится к системе дополнительного образования. Здесь у нас реализуются программы по 6 направленностям, как и во всей стране. Но в наш центр приезжают дети как с России, как со всей России, со всех российских регионов, так и страны АТР. Мы также принимаем детей в рамках международных смен. Проверить свои возможности на играх «Дети Азии» можно не только на соревнованиях. Инновационный центр Олимпийского комитета России подготовил функциональное тестирование для спортсменов из республиканской сборной команды. Оно включает в себя несколько станций, состоящих из психофизиологических, скоростно-силовых, газоанализовых тестов и проверки аэробных способностей. Каждый тест подобран под вид спорта. Соответственно, спортсмен и его тренер смогут посмотреть на свои упущения, достоинства и улучшить свой тренировочный план. Нас попросили предоставить спортсменов примерно по 10 человек по базовым видам спорта, где у нас наибольшие результаты. Поэтому мы сегодня будем с помощью инновационного отдела Олимпийского комитета России тестировать наших ведущих спортсменов. И увидим, на каком уровне, на какой стадии, где отстающие звенья, где преимущества наши. В общем, для тренеров это будет очень большая помощь. Но один из самых динамичных видов спорта – это настольный теннис. Один из самых продолжительных матчей в истории настольного тенниса длился 7 часов и 40 минут. Этот рекорд был установлен в 1971 году на мировых играх настольного тенниса. Ну а кто борется за медали в этом виде спорта на играх «Дети Азии» и как проходят соревнования, мы узнаем прямо сейчас. Теннисисты из 9 стран мира борются за медали на играх «Дети Азии». Свои сборные выставили Палестина, Азербайджан, Сирия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Лаос и Китай. Настольный теннис, кстати, одна из самых подвижных дисциплин. Спортсмену приходится не только следить за постоянно перемещающимся мячом, но еще и перемещаться самому. Ученые подсчитали, что за один такой матч спортсмен пробегает, если так можно сказать, от 3 до 7 километров. Ну а энергии тратит, как на баскетболе. Этот вид спорта особо популярен именно на азиатском континенте, где мировыми лидерами считаются китайские спортсмены. Поднебесная привезла на игры 2 спортсменов, которые сразятся за медали в одиночном и парном разрядах. Как признается тренер спортсменов, в Китае настольным теннисом занимаются десятки миллионов людей, а сам вид спорта считается национальным. В Китае есть очень много хороших условий для того, чтобы заниматься этим видом спорта, развиваться, повышать свой уровень. Мы любим говорить, что если ты начал играть в настольный теннис, то он останется с тобой до старости. За звание первой ракетки игр сражается и сборная Лаоса. Этот вид спорта в стране миллиона слонов стал популярным сравнительно недавно, однако уже притягивает спортсменов самых юных возрастов. Например, члены сборной начали увлекаться им еще в школе. Я играю, чтобы развивать этот вид спорта в своей стране. В общем, занимаюсь всего 6 месяцев. Очень нравится этот вид спорта своей подвижностью. По современным международным правилам каждая партия продолжается до 11 очков. В одиночном парном и смешанном парном разрядах спортсмены разыграют 5 комплектов медалей. Петр Васильев, Георгий Григорьев. Привычный для нас масс-рестлинг считается национальным видом спорта народа Саха. Как вид спорта, масс-рестлинг был описан еще в 17 веке первыми исследователями Сибири и Крайнего Севера. Первые официальные правила были разработаны в 1945 году, затем несколько раз пересмотрены и усовершенствованы. Разработаны квалификационные нормативы вплоть до звания мастера спорта Республики Саха-Якутия. В настоящее время соревнования проводятся по 7 весовым категориям. Соревнования по масс-рестлингу стартовали в спортивном комплексе «Мадун», где побывали наши коллеги Роман Савинов и Виталий Абрамов.
История масс-рестлинга в «Детях Азии» начинается со вторых игр, которые проходили в Якутске в 2000 году. Этот якутский национальный вид спорта распространился по всему миру. И здесь задействованы не только сила, но и ключевую роль играет ловкость и сноровка. Один из самых зрелищных видов якутского национального спорта – масс-рестлинг – набирает огромную популярность. Кстати говоря, это единственный в мире вид единоборства, в котором соперники не входят в физический контакт друг с другом. У этого вида спорта в множестве стран появились свои ассоциации, которые популяризируют масс-рестлинг. У нас есть ассоциация масс-рестлинга, своя ассоциация масс-рестлинга. Именно непосредственно мы занимаемся развитием масс-рестлинга своей республики. Я являюсь гражданином Республики Узбекистан. У нас есть спортзалы, тренеры. Недавно у нас получили спортсмены мастера международной категории, мастера спорта есть. В Киргизии у нас есть заслуженный тренер по масс-рестлингу даже, Марат Раматов. Ну, в смысле, масс-рестлинг очень хорошо развивается в странах Азии. На 8 играх «Дети Азии» представлены 19 команд. Среди них Индия, Пакистан, Бангладеш, Монголия и другие страны. Соревнования проводятся по действующим правилам Международной федерации масс-рестлинга. В отличие от масс-рестлинга для взрослых, на этих соревнованиях тоньше палка и чуть ниже упорная доска. Но правила те же. Всего на масс-рестлинге будет работать 20 судей. Нергуй Дагвадорши из Монголии выступает в весовой категории до 50 килограммов. Чтобы уложиться в свою весовую категорию, юному Мажене пришлось сбросить 6 килограммов. Кстати, спортсмен масс-рестлингом занимается лишь год и уже принимает участие в таком масштабном соревновании. Масс-рестлингом я занимаюсь 1 год. Главная цель моего участия на играх «Дети Азии» — набраться опыта. И в дальнейшем я хочу участвовать на чемпионатах мира по масс-рестлингу. В первый день соревнований уже были выявлены чемпионы и призеры игр в весовой категории 50 и 60 килограммов. В финальных схватках особо отличились родоначальники масс-рестлинга — якутские спортсмены. Роман Савинов, Виталий Абрамов. 4 вида спортивной борьбы представлены на играх «Дети Азии». Это вольная борьба, греко-римская борьба, алыш и хапсагай. Подробнее в нашем следующем сюжете. 8-е спортивные игры «Дети Азии» соберут около 200 сильнейших борцов. В спорткомплексе «Триумф» всего 20 команд с разных иностранных стран, а также федеральных кругов будут соревноваться по 4 видам спортивной борьбы. Эти соревнования собрали у нас дисциплины по вольной борьбе, по женской борьбе, по греко-римской и спорт глухих. Это очень динамично развивающийся, и, в принципе, для этих игр очень важно, чтобы поддержать таких ребят. Количество спортсменов небольшое, но я надеюсь, оно увеличится. Потому что есть ребята, которые, выступая на таких соревнованиях, как спорт глухих, показывают результат и среди взрослых спортсменов, на соревнованиях взрослого разряда, среди тех спортсменов, которые представляют нашу страну и на европейских, и на мировых первенствах. Команды тренируются перед важными стартами. Юные спортсмены волнуются, но уверены, что любая подготовка – залог успеха. Сборная Кыргызстана готовится к соревнованиям усердно. За медаль поборются 23 спортсмена, 4 из которых в женской борьбе. До этого мы готовились очень много и хотим завоевать 1-е место. Поднимем флаг Кыргызской республики. И до этого я стала двукратной призеркой Азии в Иордании и в Бахрейне. Тогда я боролась в весовой категории 33, а в Иордании 36. А сейчас я буду бороться 46 килограммов. Секретами успеха с ребятами делятся и именитые спортсмены. Бронзовый призер игр в Рио-де-Жанейро, серебряная и бронзовая медалистка игр Содружества и чемпионата Азии Сакши Малик участвовала в 4-х играх «Дети Азии» в составе сборной Индии. Тогда она одержала победу в женской борьбе. Сакши встретилась с юными борцами, настроила ребят на победу.
На самом деле вольная борьба – это очень тяжелый вид спорта. Он для очень сильных, дисциплинированных людей. Сегодня я показала и рассказала некоторые секреты, которые помогли бы участникам игр быть успешными спортсменами. Поединки по вольной борьбе среди девушек пройдут по 7, среди юношей по 9 весовым категориям. Борцы по греко-римской борьбе сразятся в 7 весовых категориях. Завершит спортивную борьбу спорт глухих. Анна Васильева, Иван Сорокоумов. А самый волнительный момент соревнований – это подведение итогов упорного труда и тренировок спортсменов на протяжении всего периода подготовки. Это награждение. Да, под звуки оркестра на сцену приглашаются лучшие из лучших, чтобы получить заслуженные медали и признания. Ну а прямо сейчас мы узнаем впечатления победителей. За каждой церемонией стоит большая команда профессионалов. У каждого разные обязанности, но миссия одна – наградить и чествовать победителей. Желанная золотая медаль для спортсмена. Прикоснуться к нему может только победитель. В медалях игр «Дети Азии» видны якутские национальные мотивы, воплощенные в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Центральным элементом каждой медали является сергея, которая занимает особое место в якутской культуре. Ну а дополняет центральную часть медали, выполненный в рельефе логотип игр. Постоянные тренировки утомляют, а участвовать в схватках волнительно, признаются спортсмены. Однако, если хоть раз почувствовал вкус победы, больше не сможешь оставаться в стороне. Все они знают, какой он триумф. Я боролась по самбо весовой категории 41 килограмм. Я заняла бронзу. У меня было 3 встречи. Вот. Первую я боролась с россиянкой, вторую с узбечкой и третью с монголкой. На пьедестале почета были и те, кто расстроен. Виктория Арапова – серебряная медалистка. Однако слезы сдерживала с большим трудом. В схватке по самбо в категории 47 килограмм в финале она уступила сопернице из Дальнего Востока. Ну, в финале я выигрывала, и за 10 секунд до конца встречи немножко, надо было просто уходить от соперника, но я решила сделать прием, который я никогда не делала, и упала сама на бал, и поэтому проиграла. Впереди еще больше захватывающих схваток. Спортсмены будут и дальше постигать вершины, стоять на пьедестале почета состязаний высокого уровня. А может быть, чьи-то имена войдут в историю игр «Дети Азии». Даяна Федорова, Арсен Степанов. Плавание дебютировало на первых в истории современных Олимпийских играх в 1896 году в Афинах. Сейчас оно прочно вошло во все спортивные соревнования. Узнаем впечатления участников и тренеров этого спортивного направления 8-х игр «Дети Азии». На протяжении 3 дней спортсмены поборются в личных и командных соревнованиях в различных стилях плавания. Баттерфляй, кроль на спине, брас, кроль на груди. Дистанция от 50 до 1500 метров. По итогам первого финального старта вольным стилем на 100 метров, заняв первые и вторые места, отличились юноши и девушки из России и Республики Беларусь. В зале царит мощная энергетика, поддержка зрителей. Ну и своими первыми впечатлениями после старта с нами поделились и сами спортсмены. Понравилось все. Почти достигли, но еще все впереди. У меня 2-е место, у Тимура 3-е получается. Ну, соперники сильные. Было очень даже интересно. Захватывающе, я бы сказал, когда незнакомый тебе человек обгоняет тебя, который был по результатам хуже, на секунду даже где-то. Было интересно. Среди участников присутствуют и те, кто дебютирует на играх «Дети Азии». К примеру, сборная Палестины. Главный тренер команды пловцов отмечает высокий уровень проведения и организации соревнований. В первом заплыве участники улучшили свои результаты, которые показывали в Палестине. Большое спасибо России за такую возможность, за приглашение принять участие. К сожалению, мы смогли лишь повысить наши результаты, но это наш первый шаг. 4-й день соревнований – настоящая интрига для болельщиков и самих спортсменов. В этом году в плавание добавили новый вид соревнований – эстафета дружбы. Будут сформированы команды, каждый участник которой будет плыть в одном из 4 стилей плавания.
Будут сформированы команды с разных команд. То есть никто на данный момент сейчас еще даже не знает, какие представители каких государств будут в одной команде участвовать. Эстафета будет комплектоваться с помощью жеребьевки. Но самое главное – это праздник победы, праздник дружбы между нашими народами. Ожидание эстафеты с новым названием подогревает интерес всех делегаций. Участники искренне заинтересованы, как это будет на практике. Как и прежде, игры «Дети Азии» – это не только соревнования, но и знакомство, общение и дружба подрастающего поколения спортсменов из разных государств. Марферина Алексеева, Ринат Нахиев. Руслан, скажи, а вот ты знаешь, какой вид спорта короновали и назвали «королева спорта»? Да, конечно, это легкая атлетика. Она является одним из самых массовых видов спорта, и в ее дисциплинах всегда разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. Your hands. Ваши руки за линию. Руки с линии, пальцы с линии. Set. Старт, и спортсмен бежит изо всех сил по ровной дорожке стадиона. А ведь это только тренировка, но накал и волнение уже чувствуется. За право стать королем или королевой легкой атлетики поборются действительно самые лучшие. На стадионе Туймада с раннего утра идут тренировки по легкой атлетике. Я решила подойти к юной спортсменке из Таиланда. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you feeling today? It's good. The weather is cold, but yeah, it's good. Танрада родом из солнечного Таиланда. 10 лет шуструю и быструю девочку заметили учителя в школе и порекомендовали ей заняться атлетикой. С тех пор она 5-й год усердно занимается бегом. Я буду бегать на эстафете 4 на 100. Я и мои друзья ждем этого события. В Якутске я впервые и очень волнуюсь перед соревнованиями. Я считаю, что Якутия очень красивое и удивительное место. Здесь, конечно, немножко прохладно, тем не менее, мне все нравится. Я заметила, у вас много мяса в рационе. Еда сильно отличается от нашей, но очень вкусная. Волнуются не только юные спортсмены, но и их тренеры. Ведь большую часть времени они проводят вместе. В любом виде спорта успех достигается в тандеме тренер и спортсмен. На данный момент мне сложно сказать, какая команда окажется сильнее. Конечно, все стремятся к победе, отдают максимум сил на соревнованиях, но все покажет результат тренировок. Это мой первый опыт участия в играх в качестве тренера. Желаю всем удачи. У нас ежегодно в Баку проводится в рамках мемориала тренера Антипова проводятся якутские прыжки, поэтому опыт не у этих молодых спортсменов, а мы имеем опыт проведения и участия в этих соревнованиях. Сборная Узбекистана, Казахстана, Якутия, конечно. Новые команды здесь есть. Пакистан посмотрим. Таиланд, вот видели девочек. После общения с юными спортсменами чувствуешь радость и гордость за них. Несмотря на то, что они совсем юные, у них огромный потенциал и воля к победе. Для каждого из них участие на играх «Дети Азии» – начало большого пути. Они умеют радоваться таким простым вещам, как прохладный воздух и белые ночи Якутии. Я не ожидала, что здесь будет настолько хорошо. Это удивительный регион. Я счастлива быть здесь. Белая ночь — это самое прекрасное, хорошее. Легкая атлетика действительно считается королевой спорта. Ну а мы совсем скоро узнаем, кто же быстрее, выше, сильнее в данной дисциплине. Дая Барашкова, Степан Тастыров. А мы продолжаем знакомить вас со спортсменами из разных стран. И сегодня у нас в гостях лучница Фатима Зульфикарбекова и ее тренер Фируза Зубайдовна. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать в Якутии. Знаем, что вы совсем недавно прилетели. Скажи, пожалуйста, почему такое направление ты выбрала? Вначале я увидела, посмотрела
Олимпийские игры в 2021 году, и мне понравилось, и я захотела стрелять. А в каком возрасте начали тренироваться? В 13. Что, на ваш взгляд, самое сложное вот в тренировках детей, ну, как лучников? Ну, как сказать, главное, чтобы были физически готовы. Потом у нас такой вид спорта физический и психологический. Я думаю, что когда дети приходят, не все думают, ой, что за вид спорта, начинают брать лук в руки и говорят, ой, оказывается, это очень серьезный вид спорта. Мне нравится этот вид спорта, потому что он красивый, и физический, и психологический. И, знаете, каждый ребенок, как правильно сказать, не обязательно стрельбой из лука. Любой вид спорта, когда берется ребенок, он уже начинает быть самостоятельным. И, как правильно сказать... То есть он уже именно эмоционально должен быть готов. Да. Вы знаете, я всегда сравниваю спорт с солдатами, с военными, потому что не каждый ребенок выдерживает спорт. Кто-то бросает, кто-то сильнее становится, кто-то самостоятельно становится. Это везде в жизни помогает спорт. Не обязательно, что стрельба из лука. Любой вид спорта. Но в любом случае это концентрация, да. Это физически... Самостоятельно очень становятся дети, пунктуально становятся. Вы знаете, не все дети начинают, как обычно родители говорят, ой, они вас слушаются, давайте, пускай они занимаются, вы это скажите, то скажите. Но мы всегда говорим, что воспитание идет от родителей, но все равно спорт – это такая вещь, я сама, родители не пускали, в начале, а потом, когда я начала заниматься, я даже родителей не стала слушаться, все, спорт – это спорт. Правильно, так и есть, то есть это уже дело жизни, да. И это мотивация. Когда я стала уже в 16 лет самостоятельно, уже сама пошла в спорт, его до сих пор не могу бросить. Замечательно. Как ваш настрой? Как настрой? Настрой на победу или все-таки на участие? Конечно, на победу. Любой спортсмен идет, когда тренируется, и он всегда показывает лучшие свои результаты. И, конечно, мы идем поэтапно. Вначале дети, потом они подрастают, и Олимпийские игры – это самое такое волнительное. Волнительно, конечно, все хотят победить, но побеждает сильнейший. Фатима, что ты ждешь от самих игр? Много чего. Это первые мои соревнования такие большие, из этого хотелось бы какое-нибудь место занять. Это достойно. Конечно. Мы желаем успехов, да. И вообще вы приехали буквально недавно, да? Как встретила вас Якутия? Очень хорошо. Спасибо организаторам, спасибо за гостеприимство. Мы, конечно, только вчера приехали, но мы стараемся, мы приехали на соревнования, у нас сегодня тренировки, мы выделили нам время прибежать сюда с вами, пообщаться. И я думаю, что соревнования для нас первое. Ну, конечно, когда свободное время, мы можем и город посмотреть, и там очень много программы для нас подготовили организаторы. Так что я думаю, что мы должны все успеть. А специализация у вас классический лук или классический? Классический олимпийский вид спорта. Замечательно. Желаем вам успехов, непременно достичь вашей цели. Спасибо. Да, а в целом ваши планы на будущее? Ну, как всегда, как у всех спортсменов, это олимпийская медаль. Вот это правильно. Это правильно. Я желаю всем участникам, всем победы, всех благ, мира. Спасибо. Мы вам желаем также успехов и большое спасибо, что вы уделили свое время. Да, что самолеты буквально сразу к нам. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Сейчас у нас речь пойдет о волейболе. Он впервые был включен в программу вторых игр Дети Азии в 2000 году. Но если мужской волейбол – это мощные удары и невероятная физическая подготовка, то женский покоряет изяществом, стратегией и командной игрой. Как раз за ними наблюдали и наши коллеги. Как же все-таки проходят тренировки у юных девушек? В чем секрет их успеха? Смотрите в следующем сюжете. Игровые тренировки никогда не научат вас играть в волейбол, потому что здесь важна техника. Одно из самых главных – это уметь принимать мяч. Ну и, конечно, не забывать про силовые упражнения на ноги, потому что, как говорят тренеры, это является самой важной частью тела, требующей тренировок. На тренировочном поле многофункционального спортивного зала «Чипчал» разгораются настоящие баталии.
Сборная команда Узбекистана и Сибирского федерального округа оттачивают каждый элемент игры. По словам главного тренера, важное место в тренировочном процессе занимает силовые упражнения на ноги. Тренируемся на это, потому что у нас вот прыжки не так же, как другой команды. На основной силе даем упражнения на ногу. Ноги и руки, чтобы сильно было. Мощные подачи, приемы и непроходимые блоки. Все это результат кропотливого труда и непрерывной работы над собой. Мы очень хорошо тренировались. Большая нагрузка у нас была на ноги. Мы работали больше на скорость, на физику. С мячами мы тоже работали. Но для меня самое сложное это была скорость, так как высоким не слишком легко дается скорость. Поэтому вот, меня учили быстро бегать. Все хорошо, ничего не страшно. Верим, будем стараться выигрывать все команды. Но несмотря на все упорные тренировки и боевой дух к победе, команду уверены, что впереди их ждут сильные соперники. Тренеры особенно выделяют некоторые страны, которые славятся своим высоким уровнем подготовки. Ну, конечно, основной соперник сейчас в России. Ну, Китай тоже сейчас в последнее время уже девочка сильнее. Ну, в мире есть вот Россия, Бразилия и Китай самые сильные команды. И, конечно, там Япония тоже иногда вот бывает. Сильнейших соперников много. Здесь приехали национальные команды, команды Беларуси, команды Китая. Предполагаем, очень сильные соперники. Команда Казахстана очень сильная. Мы в международных соревнованиях не участвовали, поэтому более точно просто. Челябинская команда очень сильная. Про остальных соперников трудно сказать что-либо. Но все достойные соперники, все настроены на эти соревнования с максимальной отдачей. Поэтому будет жарко в Якутии. Каждая тренировка для спортсменов – это шанс стать лучше, научиться новым тактикам и техникам и показать себя с лучшей стороны. Команды полны решимости и амбиций. Их усердие точно не останется незамеченным, ведь впереди их ждут блестящие победы и завоеванные медали. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев. Продолжилась жаркая борьба на баскетбольной площадке. За звание чемпионов борются 16 команд, 9 команд юношей и 7 женских. Второй день соревнований продолжают девушки. Все спортсмены демонстрируют хорошую подготовку и заряжены только на победу. Сначала небольшая разминка. После вброса мяча на поле начинается игра. Главное отличие баскетбола 3 на 3 от обычного баскетбола видны даже непрофессиональному спортсмену. В первую очередь это одно кольцо и по 3 участника от каждой команды на площадке. Адаптированы и правила игры. Здесь штрафные назначаются только за нарушение, совершенное во время броска. Но в целом изменения в правилах баскетбола 3 на 3 делают его более динамичным и захватывающим. Среди девушек без поражений сыграли команды Республики Беларусь, Якутии и Казахстана. Сегодня они продолжают борьбу за победу. У мужских команд очень хорошо себя показала команда Таиланда. Команда Саха показала 50% результат. Одну игру выиграла, одну проиграла. Команда Беларуси выиграла 2 игры. Ну, у мужских команд борьба в группах такая более запутанная. Я думаю, что там в последний день будет определяться команды, которые выйдут в плей-офф. По традиции у каждой команды перед игрой свой ритуал, который должен принести удачу.
Также для победы в баскетболе большое значение имеет рост. Мы более сильны в индивидуальном плане, у нас повыше игроки, поэтому нам было полегче. Мы больше играли под кольцо, больше играли на больших игроков. И у нас, в принципе, все получилось. Также мы играли от защиты, самое главное. Мы начинали с защиты, отыгрывали в защите, поэтому у нас получалось нападение. Баскетбол 3 на 3 – это игра, где каждый бросок может быть решающим. Она требует особой выносливости и быстрой реакции. Стритбол более быстрая игра, тут нельзя постоять, отдохнуть, и поэтому в стритбол, кстати, тяжелее играть именно по выносливости. Там постоянно нужно двигаться, не стоять на месте, а в баскетболе по-другому. Имена призеров и победителей будут известны 1 и 2 июля. Ирина Жданова, Радомир Сергеев. Но сейчас самое время от спортивных событий, от спортивных новостей перейти к новостям в республике, в России и в мире. Мы продолжим знакомить вас с самым главным к этому часу. Правительство скорректировало расчет ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры. Базовые экспортные цены, применяемые при таком расчете, увеличены на 1000 рублей за тонну в отношении пшеницы, маслина, ячменя и кукурузы. Это позволит снизить ставки экспортных пошлин в среднем на 700 рублей за тонну, простимулировать экспорт такой продукции и поддержать сельхозпроизводителей. Решение принято в связи с рекордным урожаем зерновых культур в 2023 году и достаточной обеспеченностью внутреннего рынка такой продукции. Искусственный интеллект – это новый виток в развитии IT-технологий. В креативном кластере «Квартал труда» прошел демо-день 11-го потока акселератора B8, посвященный применению искусственного интеллекта в разных направлениях. Это промышленность, общество, образование, медицина и медиа. Всего на акселераторе было представлено 13 IT-проектов из Якутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Красноярска и Новосибирска. Они были выбраны из более чем 90 заявок со всей России. Среди них такие проекты, как платформа, создающая 3D-анимации на основе обычного видео и заданного пользователем текста, и ассистент для совещаний, записывающий итоги и сроки задач. 3 лучших проекта по итогам мероприятия получат финансирование от ведущих компаний России в 1 миллион рублей на дальнейшее развитие и масштабирование. В рамках акселератора B8 было профинансировано порядка 60 уже компаний. Это достаточно большое количество. Акселерацию прошло, по-моему, около 150 организаций. Вот. Ну, соответственно, компания Сайбири – это выпускники нашего акселератора. Ну и многие IT-компании, которые сейчас на слуху, они так или иначе причастны к нашему акселератору. Ну, практически все эти компании, которые активны на территории Республики Саха-Якутия, являются так или иначе либо выпускниками акселератора, ну или участниками тех инициатив, которые вот мы реализуем в рамках нашей экосистемы. Международный олимпийский комитет назвал еще 8 спортсменов из России, получивших допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В обновленный список вошли теннисисты Павел Котов и Анна Калинская. Ранее МОК назвал по 4 представителя мужского и женского одиночного разряда, но Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались выступать в Париже. Котов и Калинская должны заменить их, но последняя уже также ответила отказом. Также приглашение на игры получили каноисты Алексей Каравашков и Захар Петров. Кроме того, в списке оказались 4 представителя дзюдо: Валерий Яндовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Участники игр «Дети Азии» не сидят сложа руки. Каждый день для них проводятся различные культурные мероприятия. Накануне в Олимпийской деревне ребятам показали творческие номера с якутским колоритом. Кроме того, собравшиеся могли принять участие в мастер-классах по игре на барабане и хомусе, а также других инструментах. Атмосфера праздника пришлась по душе всем участникам. Нам очень нравится, мы первый раз сюда приехали, и такие эмоции от открытия, вот, от концертов по вечерам, нам очень нравится, мы очень всему довольны. Вот, нам очень нравится, прям интересно так, и такие команды, очень много международных разных стран приехало, команд, и очень интересно будет с ними побороться.
Мастера Якутии представят выставку-ярмарку на фестивале «Город мастеров» с 1 по 3 июля на территории Старого города. В мероприятии примут участие более 50 мастеров и умельцев республики. В арт-салоне «Симех» будет организована культурная программа с мастер-классами по различным видам народных художественных промыслов. Посетители смогут оценить искусственное мастерство кузнечного дела, тонкое ювелирное ремесло, изысканную резьбу по кости, традиционное национальное шитье, интересную художественную обработку дерева и бересты, затейливое кукольное дело и изящное рукоделие. Также будет представлена выставка общественных объединений и союзов мастеров Якутии, и состоится ярмарка, где можно будет приобрести национальные сувениры и украшения. На этом пока все. Хорошего дня! Ну а мы желаем всем доброго утра, кто к нам присоединился. Тэквондо – это традиционное боевое искусство, которое зародилось в Корее и было разработано для военных. Со временем оно было признано национальным видом спорта и одной из олимпийских дисциплин. Именно тэквондо пользуется наибольшей популярностью. Сразу после карате среди школьников в Якутск прибыли как иностранные, так и российские спортсмены. Давайте посмотрим мастер-класс по тэквондо от выпускницы 5-х игр «Дети Азии» из Таиланда. Путь ноги и кулака. Так можно истолковать философию тэквондо, самого молодого из всех корейских боевых искусств. В отличие от других единоборств, тэквондо не использует оружие. Считается, что человеческое тело само по себе очень грозное оружие. 9 стран мира, 14 команд и 88 спортсменов вступили в борьбу за медали на играх 2024 года. Визитной карточкой тэквондо являются удары в голову с большой дистанции. Они всегда очень зрелищные, хлесткие и точные. Именно за них спортсмен получает наибольшее число баллов – 5. Ну а фиксируются эти удары с помощью специальных датчиков, которые установлены здесь, в шлемах. Их каждый спортсмен надевает на голову. Один из принципов тэквондо – настойчивость. Именно она и принесла золото спортсмену из Узбекистана Бихрузу Салимову. В финальном поединке он со счетом 0-2 одержал победу над спортсменом из Азербайджана. Соперник был очень хорошим. Мои все соперники, им всем уважение. Они тоже работали, они тоже мучились, вес гоняли. Всем уважение. Кроме уважения ничего. Они самые хорошие ребята. Вот так болельщики встречали каждый точный удар Бихруза. Сам спортсмен делится, занимается тэквондо 10 лет, с 1 класса. А в этот вид спорта подтянулся за старшим братом, тоже золотым призером прошлых игр. На трибунах за юного спортсмена болел еще и отец, который специально для соревнований купил сыну белую олимпийскую форму. Надеюсь, папа со мной гордится. И также моя мама, у нее тоже работа, но сегодня она не пошла на работу, она молилась. Я так рад, что она молилась. Почему? Потому что я могу проиграть, когда она не молится. Не менее жарко и на женских коврах. Самира Мукшина, завоевавшая золото для сборной Москвы, признается, что тэквондо буквально вырастило ее тем, кем она сейчас является. Ведь это не только боевые искусства, но еще и философия. Я приехала сюда с надеждой на то, что покажу всю себя в боях. И я рада, что получилось именно так, как я хотела. На самом деле было тяжело, потому что было много эмоций, было много незапланированных моментов подготовки, но все получилось. Девушка одержала победу над Анастасией Смирновой из Республики Беларусь со счетом 0-2. Третье место поделили Фатима Хасанова из Азербайджана и Олеся Чаплинская из Сибирского федерального округа. Петр Васильев, Иван Сорокаумов. Друзья, мы продолжаем. И у нас сегодня в гостях золотой призер по тэквондо в весе 55 килограмм Токжан Казынабек, сборная Казахстана. И тренер Жалгас Бекасымов. Доброе утро и примите наши поздравления. Поздравляем вас. Поздравляем. Скажите, насколько сложно далась победа? Не так сложно было. Я 4 боя провела.
Первый бой Узбекистан, второй бой Беларусь и третий Кыргызстан. И четвертый в финале я с Россией подралась. А какой из соперников тебе показался вот такой вот серьезный, вот самый сложный бой? Первый бой Узбекистан. Потом было уже легче. Да, потому что они до этого подрались, поэтому у них соперница уж не первый раз, наверное, уж третий, четвертый раз они выходят на одном весе, поэтому там волнительный вопрос, волнение было чуть-чуть. Мы выиграли, но тоже он до этого готовился. Это не первый чемпион, до этого мы на Болгарию Open поехали, на Фуджиро Open тоже в этом году. Слава богу, уж третья золотая медаль вот тоже она. Поздравляем, что такие достижения. А со скольки лет вы занимаетесь? Я с 6 лет занимаюсь. А как ты решила вот заняться тэквондо? Меня папа привез, и мне очень понравилось, и я продолжала заниматься. Здорово. То есть папа как бы был мотиватором, да, то есть предложил тебе посмотреть, что такое тэквондо, познакомил, и тебе этот выбор, ну, теперь этот твой выбор привел тебя к золотой медали. Мы тебя еще раз поздравляем. А вот вопрос, Жалгас, вам, Такжан, как воспитанница, какая она? Ну, как воспитанница, упорно тренируется, соблюдает все меры спортивного режима. Какими уникальными качествами обладает, что добилась таких результатов? Уникальное качество, он всегда такой, всегда первым номером работает. Это сейчас в тайквондо более полезное. Кто первый работает, тот выигрывает. Поэтому она всегда первым номером работает и всегда выигрывает. А в целом, вот спортсмен, на ваш взгляд, какими должен обладать вот набор качеств, да, чтобы занять призовые места? Ну, внутри должен сам себе верить и тренироваться, и соблюдать режим. Тогда выиграешь все. Но звучит просто, да, так да, режим? Звучит очень просто, режим, уверенность. Ну, да, если... Но это очень сложно, на самом деле. Сложно надо. Если режима не будет, там, устаешь от тренировки, там, с питанием ты должен правильно, по весам должен контролировать. Мы даем от всех зависит, от спортсменов. Если у них желание есть, они возьмут. Главное, надо тренироваться и верить в себя, все. Абсолютно верно. Жалгас, а какие у тебя дальнейшие планы? И вообще в целом, будешь ли ты в дальнейшем заниматься профессионально тэквондо? Ой, извини, Такжан. Да, конечно, я в дальнейшем буду заниматься. И в этом году чемпионат мира будет. Дай бог, первое место будем. Корея у нас в этом году по молодежи чемпионат мира будет. Но мы после Якутии сразу домой. Через день мы уже сразу на Корею Open поедем. Ну, то есть достаточно плотная программа. Да, у нас сейчас почти плотная. После Кореи там останемся на сборах. Потом через месяц, наверное, там мы поедем. А уже дома будем заниматься на чемпионат мира. Мы планируем, вот, что тоже у нас первая стала по молодежке. И ну, в дальнейшем. Да, присоединяемся и желаем, до мировых побед, чтобы это совершилось. А в целом в Якутии вы в первый раз? Да. Я не первый раз, я здесь участник в 2008 году. Я здесь сам чемпионом стал, как спортсмен. На игры, где тебя есть? Да. То есть это уже такая хорошая традиция приезжать да, у нас, в Якутию? Да, традиция. Вот этот раз, второй раз. Ну, как спортсмен, первый раз, как тренер. Как вы считаете, как развиваются игры и насколько они полезны для юных спортсменов? У вас хорошее развитие. Видно, что конкретно готовились, там, организация, там, волонтерам спасибо, которые любители спорта, все помогают рядом, что надо, спрашиваем, что делают. Это спортсменам хорошо же, это 4 года один раз, как Олимпиада же, детские.
Это же мотивация же спортсменов, молодежки. Также, ну, я думаю, что поездка в Якутск тебе, конечно, запомнится золотой медалью, да, соревнованиями, а вот в целом еще твои впечатления в целом о Якутии, вот что тебе больше всего запомнилось на данный момент? Здесь люди такие добрые, и город очень хороший. Успел ли ты с кем-то подружиться, познакомиться? Будешь ли в дальнейшем общаться? Я еще ни с кем Мы не вот познакомилась. вчера закончились. до этого было некогда. Только соревнования. Да, только вчера ночью закончились. Приехали вот сразу с утра сюда. Даже вообще мы не отдохнули почти. Желаем, чтобы у тебя была возможность окончания Дети Азии еще с кем-то познакомиться, немножко отдохнуть, ну и чтобы набраться сил для новых достижений. Да, и желаем успеха вам в Корее, тоже успехов во всем. Спасибо вам большое, что вы посетили, да, несмотря на, я думаю, вы достаточно устали после соревнований, но тем не менее посетили наш эфир, и вам огромное спасибо за это. Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя. Руки к небесам в этот радостный день, с гордостью мы поднимаем. Но мы всем желаем отличного, бодрого утра, спортивного утра. Очередной день игр Дети Азии. И мы хотим напомнить вам, какие соревнования пройдут на каких площадках. Легкая атлетика на стадионе Туймада с 9 утра. Не пропустите, несмотря на воскресенье, бокс, спортивный комплекс Дахсун в 15 часов. Волейбол юноши, спортивный комплекс Терх с 9:00. Волейбол девушки, мультифункциональный спортивный зал в Сайсарском округе в 9 часов утра. Мини-футбол. Соревнования по футзалу пройдут во Дворце спорта 50 лет Победы. Начало в 10 утра. Дзюдо сегодня в Ледовом дворце Лейботур в 10 часов. Соревнования по плаванию. Плавательный бассейн Чолбон с 10:00. Спортивная борьба. Центр спортивной подготовки «Триумф» в 11 часов. Любители шахматов мы ждем в Кфене Северо-Восточного федерального университета. Начало соревнований с 10:00. Игра «Го» Дворец детского творчества имени Фаины Авдеевой в 10 часов утра. Настольный теннис, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус» с 11:00. Вот такая активная спортивная программа сегодня, несмотря на воскресенье. Всем хорошего, бодрого утра. Не пропустите, болейте за своих непременно. Да, и всю полную информацию, в том числе можно даже онлайн купить билеты на любые соревнования, вы можете на официальном сайте игр Дети Азии. Ну а мы желаем вам отличного настроения и увидимся с вами завтра. Оставайтесь вместе с нами, ну как минимум до конца игры мы работаем без выходных.